Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится за 48 часов? Всего лишь 48. Мои хорошие, если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь и загадывайте на себя. Но прежде чем мы начнем, я всех вас, мои дорогие, любимые, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на отсыпку, задайте вопрос от своего имени, так и спросите, что со мной случится за 48 часов. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Отсыпочка вышла. Давайте будем разбираться. Всего лишь 48 часов. Видите, вышел жираф, но с очень короткой шеей. Жираф – это все-таки знак, говорящий о том, что что-то будет долго происходить. Либо у вас такой настрой, что придется долго ждать. А может быть, вам скажут, что вот придется там несколько дней, либо несколько недель ждать. Но у этого жирафа шея очень короткая. Да? Вам могут сказать, что нужно ждать, а все случится максимально быстро, там, в течение нескольких часов. Либо вы сами себя настроите, что ой, еще долго мне придется ждать, либо еще не скоро что-то случится. Но по жирафу с короткой шеей событие буквально на пороге у вас стоит. Так что примите к сведению. Знаете, что у вашего жирафа очень короткая шея. Дальше показывают женщину в центре внимания, именно мужского внимания. Тут все мужчины от вас с ума сойдут. Вы будете очень привлекательно, обворожительно выглядеть. То ли вы какую-то новую одежду оденете, то ли вы в такое место попадете, где одни мужчины, и все внимание будет предоставлено вам, и вы себя прямо почувствуете императрицей на балу. Да? Вот каждый мужчина будет пытаться перед вами как-то выслужиться, обратите ваше внимание, какие-то знаки внимания, комплименты. Прям будете сиять, блистать, а если все мужчины, они у ваших ног. И также, мои хорошие женщины, если вы работаете в мужском коллективе, то есть вы одна женщина, либо у вас там 2-3 женщины, а все остальные мужчины, то вы всех мужчин вот как будто бы сделаете. Вот лучше всех сделаете работу, либо быстрее всех закончите проект. Здесь все мужчины будут приходить к вам на поклон и высказывать вам свое и восхищение, и удивление, и какие-то комплименты особенные вам будут делать. То есть вы царица, вы императрица, вы у меня прям стоите, а мужчина у ваших ног. Вот так показано. Если это какое-то мероприятие, вы будете приглашены, и вы туда пойдете, то прям фурор произведете, все мужчины будут ваши. Либо каждый из них будет стараться вот к вам приблизиться и обратить ваше внимание на себя. Дальше. Перышко прям в руку вам летит. Перо – это хорошо. Перо – это легкость, это что-то легко случится, либо легко чего-то добьетесь, либо легкая работа, легкая жизнь. Да? Вот с пером будете ходить. Перо вам прям в руки падает и с правой стороны. То есть вы этого достойны, вы это заслужили, тут сама судьба побалует, да? Что-то вот легко вам дастся, допустим, возьметесь за какую-то проблему, и она очень быстро и легко решится. Либо вам удастся как-то вот комфортно прожить эти 48 часов, легко, не напрягаясь, без какой-то муки, драмы, рутины, да? Вот легкость идет, перо прям в руку. А вот если на работе вам перо упадет,
можно просто сидеть, так ножки вверх задрать, ничего не делать. Все само будет делаться. Легкость и комфорт показано. Так, встреча еще показана. Встречаться будут мужчина и женщина. Встреча может быть и как ранее оговоренная, то есть назначенная, так и случайная встреча. Но встреча невероятно позитивная. Вы так много будете смеяться, вам так будет хорошо. Мужчина будет там стараться развлекать, либо какие-то анекдоты, байки травить. И вы прям так расслабитесь, очень классно проведете время. Да? Случайно встретитесь, либо вы уже запланировали встречу, свидание запланировали. Очень чудесное свидание вас ждет. Прям душу отведете и почувствуете себя прям девочкой, да? Беззаботной, счастливой девочкой. Такое настроение невероятное у вас будет. И это настроение очень долго, кстати, продержится. Мужчина прям удивит и порадует. Дальше палки. Здесь какой-то человек на палке наткнется, но это не вы. Это кто-то другой. И этому человеку потребуется помощь, либо участие. Да? Может быть, придется эти завалы палочные разбирать. Ну, а может быть, человек как-то вот ошибку допустил, да, сам виноват в своих этих проблемах, но призовет именно на помощь вас. Ну, потому что человек в вас уверен. Может быть, это подруга, может быть, кто-то из родственников. Вот уверены, что вы мимо не пройдете, уверены, что вы поможете. Ну, скорее всего, так оно и будет. С левой стороны, да, немножко даже вам придется какие-то планы свои менять, либо от каких-то дел своих отказываться, чтобы вот этому человечку помочь. Может быть, это даже как-то в онлайне будет происходить, да, подружка там по WhatsApp, либо Viber, ты представляешь, вот у меня такое случилось, что делать не знаю, помогай, выручай, советуй, да, вот как-то так будет. Ну, может, и в жизни так произойдет, но у вас точно позовут. Без вас ничего не решится, без вас этот человек на ноги не встанет. Так, еще показывают человека, связь у вас с этим человеком, связь, которая вам в тягость, что ли, либо связь, которую бы вы хотели оборвать. Скорее всего, кто-то из вашего прошлого, человек будет ревновать, либо человек вас будет чем-то упрекать, попрекать. Но вы не особо будете слушать, вам это все неинтересно. Ну, бывший какой-то объявится, проявится, либо к вам придет, либо, может быть, по телефону, в социальных сетях, либо в мессенджерах, да, там что-то вам напишет, что зачем такую фотку опубликовала, ты что, ты же оголенная, на тебя все смотрят, там, знаете, какие-то такие вещи будет вам говорить, а вот как-то неинтересно, да, вообще неинтересно, что ты там думаешь. Ну вот, кстати, в очередной раз убедитесь, что он за вами следит, вот прям следит и не отступает, да, не отступает, не отходит, не устраивает свою личную жизнь. Вот вы у него на первом месте. Не то чтобы вас это порадует, скорее вы об этом догадывались, да, а тут как подтверждение придет. Ну да, между вами действительно связь, которая, ну вот она не оборвалась. Даже если он ваш бывший, если он уже даже давно ваш бывший, связь как бы еще не оборвалась. Так, деньги считать будете. Считать, сколько у вас денег. Может быть, на работе будете считать, может быть, свои будете считать. Но вот подсчет денег у вас идет. По какому случаю не могу вам точно сказать, это событие у вас с левой стороны, но деньги считать вы точно будете. Так, с женщиной разойдетесь во мнениях. Причем вы расходитесь очень деликатно, дипломатично, а женщина такая, знаете, какая-то хабалистая, может даже на ор, на крик перейти. Вот, и вам придется ей как-то так ответить, да, чтобы доходчиво было, чтобы пыл ее остудить. Нет, вы ни с кем ругаться не хотите, это вообще не ваш стиль, с кем-то ругаться. Вы всегда очень лаконичны, дипломатичны, очень вежливы, максимально вежливы, но тут как бы вас провоцируют, да?
Поэтому себя там строго не судите. Вот все, что могли, вы сделали. Она, скорее всего, не понимает. Да? Когда с ней нормально общаешься, она не понимает. Вот. Ну, а когда на нее там прикрикнешь, либо каким-то матом покроешь, да, вот тогда до нее доходит, да, что не стоит. Не стоит дальше продолжать этот диалог. В нем нет смысла, да, либо смысл утерян этого диалога. Так, еще показана буква А. От буквы А чем-то таким теплым, добрым веет. Возможно, это человек на букву А, возможно, это любимый человек, родственник. Либо этот человек к вам с добром придет, да, что-то хорошее для вас делает. С левой стороны неожиданно, но приятно будет. Да? Человек на букву А, мужчина либо женщина. Теплое, родное, доброе. Вот мне идет еще доброе. Так, вижу, что вы с какой-то большой тяжелой сумкой попрощаетесь. Вы ее на себе таскали, ручки прям в мозоли стерли, да, спину надорвали, ножки гудят, сумка. Ну, сумка обычно могут проблемы показать и какие-то неразрешенные ситуации, тягости в жизни, нагрузку могут еще показать. Но вот вижу, что с сумочкой с этой вы прощаетесь, и вам совершенно не жаль, что вы с ней прощаетесь. Вы очень быстро от нее уходите. Сумку вот прям сбросите, бросите, оставите. Да, хватит, натаскалась, да, спину сорвала, с меня хватит, все руки в мозолях. Зачем вы ее таскали, я не знаю, это вам виднее, но вы ее оставите, эту сумку. А может быть, проблему решите, да, тем самым все это оставите. Да, вы не такой человек, кто будет отказываться, либо сбрасывать себя. Скорее всего, решите. Что-то решите, до ума доведете, точку поставите. Так, что-то увлеченно вы будете читать. Может быть, интересная книга, может быть, какие-то интересные посты в интернете, познавательные, развлекательные, интригующие, полезные, да, вот что-то будете читать. Много будете читать, как в темное время суток. Глаза могут из-за этого болеть. Либо сосудики могут проявляться и даже лопаться у кого-то. Глазки свои берегите. Если вы читаете, вам это важно, хотя бы пусть освещение будет достаточным, да, для того, чтобы глаза ваши так сильно не напрягались. А еще я вижу, что у кого-то прям предчувствие очень сильное будет. Прям настолько мощное и сильное, что вас даже это немножко напугает. Но это предчувствие чего-то хорошего. Угу. Прям может и приснится сон накануне. И вы такая прям ходите, как ждете чего-то, да? Что-то хорошее. Вот что-то хорошее, может быть, даже как-то не совсем с вами связано, например, с другим человеком, да? Очень хорошее предчувствие. И оно такое сильное, от него аж немножко мурашить будет, да? Как это ток проходит. Это к хорошему, сразу говорю, это не к плохому, это к хорошему предчувствию. Так, еще каких-то червячков показали. Ну, я так понимаю, что это не червячки, а какие-то змеи, как в клубок сплетаются. Ну, хорошая новость, что вашим недоброжелателям не до вас. Возможно, у них там какие-то межусобные войны, брань происходит, да, им не до вас. Они собой заняты, и они какие-то мелкие. Вот змеи мелкие, на червяков похожие, да? Возможно, ваши враги мельчают, в прямом смысле слова, мельчают, силы теряют, уже ни на что не способны, да? Вот на друг друга вот кидаются, клубком катаются. Вы то ли это будете наблюдать, либо вам станет достоверно известно. Ну вот как-то так показали, да? Мельчают, враги мельчают, и им не до вас. Вот, можете успокоиться, даже не напрягаться по этому поводу. Кости показывают, но это ваши кости. Здесь какая-то женщина с очень длинным языком, прям такой, знаете, можно это на плечо положить. Кости, перемывать кости вам будет. Сплетничать, да, сплетничать, либо даже возмущаться по поводу вас, что вот вы такая, сякая, вам везет, вы там что-то нечестно, не так, не сяк. Даже, знаете, вплоть до того, что она может это делать в вашем присутствии, либо вы ее застанете врасплох.
да, перемывает вам кости. Скажете, вот нехороший ты человек, редиска. Но я не вижу, что вы сильно на нее злитесь. Может быть, вы ее очень хорошо знаете, что человек недалекий, да, и на больных не обижаются, правильно. Ну, а может быть, вы появитесь, а она такая, оп, и рот закроет. Ну вот кости, да, по костям вашим пройдется. Язык очень длинный. Надо бы укоротить на самом деле, да? Или какую-то машинку, да, по укорачиванию ей подарить. Вот вы и так скажите, что ее длинный язык ее до чего-то плохого доведет. Это не угроза, не угрозой скажите, а скажите добрым пожеланием, да, что вот ты давай поаккуратней, мать, иначе пожалеешь, да, как язык мой, враг мой, да, это прям про нее, про эту женщину. Ну да, скорее всего, у нее характер такой, возможно, она и про всех так, со всеми, про всех, да, и вы это прекрасно знаете, вы даже не обижаетесь, зная ее характер. Но вы лучше ее предупредите, лишним не будет, да, потому что явно что-то надвигается. Над этой женщиной уже как ворон кружится. Ворон – это как бы вестник, и недобрый вестник, и он уже над ней кружится. Дальше птица крупная справа и более мелкая слева. Новости, которые ждете, которых не ждете. Информация, которая вам нужна, информация, которая станет для вас неожиданной. Птицы, да, летят птицы как-то одновременно, да, на одном расстоянии, на одной высоте находятся. Может быть, в один день, либо в один час, в одну минуту, и то услышите. И то, что ждали, и то, чего не ждали. Но то, что ждали, прям очень крупная птица, может быть, там сразу уже и конкретный результат, да, не просто там сообщение, новость, но и конкретный результат. Дорога и конфета. А конфета прям в руках у вас. Можно сказать, что вы ее кушаете. Сладкое что-то, приятное, да, очень приятное и интригующее. Дальше рыба. Сухая рыба как будто бы мяском обрастает. Сухая рыба – это что у нас? Таранька, да? Я не любитель, честно говорю, но вот знаю, что многие любят. Я больше, знаете, вот копченочку люблю, копченую рыбку. А сухую как-то, может, потому что я пиво не люблю. Вот. Ну, вот знаю, что некоторые любят. Сухая рыбка – это все-таки недостаток средств, да, либо средства в ограниченном количестве, они прям заканчиваются. У вас эта рыбка, она как будто бы с хвостика мяском начинает обрастать, да, вот какие-то улучшения в плане финансов. Кто-то денежку получит, у кого-то, может быть, там, начисления какие-то, либо родственники денежку подкинут. Ну, прям улучшается состояние. Я не могу сказать, что идеально, я не могу сказать, что вот вы при деньгах все свои финансовые проблемы решили, да, но как-то полегче, попроще. Такой хороший знак. Еще здесь показано, что вы как что-то разрезаете. У вас такой большой, как не нож, даже тесак в руках, и вы что-то разрезаете. С большим трудом вам это дастся, но дастся. Разрезать, освободиться, либо что-то закончить с большим трудом, но с правой стороны. То есть это полезное. Да? Вы разрежете на пользу себе, на благо себе. Ну, конечно, нож у вас в руках гигантский, да, на тесак такой, знаете, похож, либо кухонный, либо даже мачете какое-то. Ой, трудно будет, придется прям всем телом, всей массой налечь, но вы это сделаете. Вы это сделаете, и вот что-то закончится, да, может быть, какая-то тягомотина, либо неприятность, что-то закончится. А может, себя освободите от чего-то ненужного, да, от какой-то ненужной привязки, завязки освободите. Да, кстати, девушки, женщины, если у вас какая-то тоска о ком-то, либо какие-то сожаления ненужные, то вот, да, это про вас. Прям отрежете. С трудом, но отрежете. Так, еще показывают маятник. Как-то все четко будет. Все четко.
Может быть, вы что-то задумали, загадали, либо какая-то задача перед вами стоит. Все будет четко, четко. И не переживайте, вам вообще эта задача, либо эта ситуация по судьбе. Все, что вы задумали, все, что вы придумали, это прям ваше на все 100. И вот как задумали, так и сбудется. Вот переживать вам не надо. Дальше. Кто-то опаздывает, либо опоздает. Может быть, какой-то человек, у вас там время назначено, либо вы ждете этого человека. Вот как опаздывает мне идет. Может, не сможет вас предупредить, может, там телефон разрядился, да, может, связь не будет ловить. Но вот человек опаздывает, да, лучше дайте время, дождитесь. Человек просто опаздывает. Дальше показывают, что у вас волосы распущены. Ну, это какая-то дорога с левой стороны. Куда-то вы неожиданно сорветесь и поедете. Волосы длинные, значит, дорога дальняя. Но с другой стороны, какая-то необходимость будет, либо это какое-то желание сердца. Вот мне надо там побывать. Да, вот как интуиция вас поведет. Неожиданно это произойдет. Вот прям сорветесь и поедете. Дальше показан большой длинный сапог. Кстати, похож на мужской сапог на самом деле. Такие вот рыбацкие сапоги, очень длинные. Даже вот я видела такие, они даже не сапоги, а это как совмещено, как комбинезон получается. Да? Рыбаки так заходят там по пояс в воду и спокойненько себе рыбку ловят. Да, это, скорее всего, для мужчины знак. У мужчины новый путь, новая возможность. Мужчина ваш, либо вы, мужчина, смотрите мою отсыпку. Маленькая птичка новости про большой сапог принесет. И знаете, отнеситесь к этому серьезно. Вы не смотрите, что птичка маленькая, да? Эта птичка, она маленькая да удаленькая. В таком сапоге, понимаете, всю рыбу можно выловить. В таком сапоге вы везде пройдете. Это что-то очень хорошее. Сапог смотрит влево. У вас это большая неожиданность, но с другой стороны и большая удача. Так что, девушки, своим мужчинам скажите, и мужчины, кто смотрит эту отсыпочку, будьте внимательны. Какое-то коротенькое сообщение, либо такое, ну вот на первый взгляд, незначительное сообщение, вот к таким невероятным последствиям приведет. И также, девушки, для вас, возможно, вам напишет мужчина с большой буквы, вот настоящий мужчина. Может быть, в соцсетях, да, мужчина вам напишет: вот, девушка, вы красивая, хочу с вами познакомиться. Не отказывайтесь, потому что этот мужчина удивительный. Он прям мужик мужиком, настоящий, во всех своих проявлениях, прям и не обидит, как солдат ребенка не обидит, да, и защитит, и поможет, и человек просто вот достойнейший, достойнейший. Если вы с ним познакомитесь, если вы его там не забаните, если не заблокируете, то вы поймете, о чем я говорила. Очень хороший мужчина. А может быть, с мужчиной уже знакомы, да, но знакомы так, постольку-поскольку, да, и этот мужчина вам напишет, да, обязательно ему ответьте, потому что этот мужчина, он действительно крутой, вот прям отличный мужик мне идет, такой, как вам надо, вот. Правильно сказать, такой, как вам надо. Ну вот какое-то скромное маленькое сообщение, например: привет, как дела, да, там, привет, чем занимаешься, там, можно тебе там, ну, позвонить, да, либо набрать тебя. Вот как-то так он вам скромненько напишет, но под этой крошечной птицей, да, огромный такой мужской сапог. Так, еще я вижу, что вы кем-то воспользуетесь. Но воспользуйтесь по приглашению. Ну, воспользоваться, да, человек вас может куда-то подвести, отвезти, человек для вас что-то может сделать, какую-то услугу вам оказать, да. Но по приглашению это значит, что человек сам предлагает, говорит: вот у меня есть там время, либо у меня есть возможность, давай я что-то для тебя сделаю. Вы, пожалуйста, не отказывайтесь, потому что этот человечек, во-первых, хочет выразить вам свое хорошее отношение, а во-вторых, то, что этот человек для вас будет делать, вам будет очень приятно.
Вот, не отказывайтесь. Понятно, что вы девушки гордые, да и мужчины гордые, но не отказывайтесь. Да? Вот поверьте, лучше будет согласиться. Даже если вы чувствуете себя не очень комфортно, вам неудобно, вы не привыкли, чтобы для вас кто-то что-то делал, в этом случае не надо отказываться, надо сказать: окей, хорошо, спасибо. Да? И поверьте, вы не пожалеете. Вы и себе радость подарите, и тому человечку приятно сделаете, что не отказались от его помощи либо услуг. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.